atinsuși a politică partea Aitaira, acti Aizara, du a tuhga și lăgăra. Уважаемые делегаты, уважаемые гости, год назад, в марте 2020 года, прошли в Абхазии очередные, внеочередные выборы президента Республики Абхазия. Партия Айтайра, которая была зарегистрирована Министерством юстиции Республики Абхазия 7 февраля 2020 года, активно включилась в избирательный процесс, поддержав кандидатуру Аслана Георгиевича Бжания. Поддерживаем его и уже как избранного президента страны. Осознаем, что несем определенную ответственность за все, что происходит в стране. А ситуация в стране непростая. Конечно, коронавирус во многом предопределил ход развития событий. При определенных издержках, особенно в информационном плане, власть предприняла серию мер как по мобилизации собственных ресурсов, так и по привлечению медиков из Российской Федерации. Конечно, еще раз хочу сказать огромное спасибо медикам. Это, а также помощь диаспоры помогает в целом выходить из этой непростой ситуации не хуже других, более экономически развитых стран Европы и мира. Российская Федерация продолжает оказывать содействие в борьбе с пандемией. И первая партия вакцины «Спутник Ви» вчера поступила в Абхазию в объеме 6500 доз. Но борьба продолжается, и многое в ней зависит от поведения населения в условиях пандемии, а значит и от нас с вами, делегатами съезда, членами партии. Пандемия унесла немало жизней наших граждан. Предлагаю почтить память тех, кто скончался в результате коронавирусной инфекции. Среди них активисты нашей партии Лаврентий Миквабия и Тимур Тортия. Спасибо. Серьезной для страны является проблема энергетики. Сегодняшнее состояние энергетической отрасли – это результат системного кризиса, длящийся не один десяток лет. Ситуация усугублена широким внедрением технологий криптовалюты в стране. И в борьбе с этим необходимый целый ряд мер, не задействованных ранее. Надеемся, что власть, активно работающая над выходом из ситуации, сможет изменить ее к лучшему. В фактически переходный период имели место определенные задержки заработной платы и выплаты пенсий. Не буду кивать на предыдущую власть, но значительная часть проблем корнями и оттуда. Но в Абхазии, где политические вопросы по своему накалу порой выше экономических, непростая и общественно-политическая ситуация, я буду говорить в большей степени о ней. Повторю ставшей аксиомой фразу о том, что без объединения общества, партий и движений в защите исключительно интересов государства и его граждан нет нормального будущего. В недавнем обращении одной из общественных организаций к президенту есть просьба дать объективную оценку событиям, сопряженным с насильственной сменой власти, а также несанкционированными митингами и шествиями, периодически ставившими под угрозу национальную безопасность и правопорядок в стране с 2004 года по настоящее время. Лично я вижу в этом уже не первую попытку провести некий знак равенства между событиями 2004 года, 2014 года и последующими событиями смещения действующей власти. Категорически против этого, ибо 2004 год стоит совершенно обособленно. Выборы, прошедшие 3 октября 2004 года, уже в первом туре завершились победой Сергея Васильевича Багапши. Действовавшая власть никак не хотела с этим смириться. Даже несмотря на то, что 11 октября 2004 года решением Центральной избирательной комиссии, а я напомню, из 15 членов комиссии 11 проголосовало «за», Багапш был признан избранным президентом. А затем уже 28 октября его избрание было подтверждено решением Верховного суда Республики.
Фактически проигравшая выборы власть насильственно пыталась ее удержать. Именно тогда и произошел тот раскол, плоды которого до сих пор пожинает наше общество. Повторюсь, именно в этом особенность событий октября 2004 года, и никакие иные сравнения здесь недопустимы. К сожалению, раскол этот не преодолен до сих пор. Считаю, что надо отдать должное президенту Бжане Аслану Георгиевичу, который предпринял попытку преодолеть его, что резко контрастировало с действиями прежней власти. Вспомните, чем отметилась прежняя власть после государственного переворота в 2014 году. Отстранением от должности практически всех, кто работал в команде АНКВАП, причем на всех уровнях. Не жалели, что называется, и уборщиц. А теперь посмотрите, сколько оставили только в кабинете министров тех, кто работал при прежней власти. Министр по налогам и сборам, здравоохранения, иностранных дел, труда и соцзащиты, руководитель аппарата кабинета министров, министр по чрезвычайным ситуациям, руководители госкомитетов, таможенного, экологии, статистики. Из 5 управлений при Кабмине на своих должностях осталось 4 руководителя. Кроме того, в администрации президента одним из заместителей главы администрации и начальником управления назначены вице-премьеры предыдущего правительства. Хочу напомнить, что первым шагом к объединению было предложение президента Аслана Бжане, проигравшему выборы Адгуру Арзымба, занять высокий пост в правительстве, на что последовал отказ последнего. А кто-нибудь может себе представить, что прежний руководитель страны мог взять оппонента на парад Победы в Москву? И что мы услышали в ответ? Неудовлетворенность кадровой политикой, где людей якобы по политическим мотивам освобождают от работы. В этом ряду не могу не отметить и поздравления Асланом Георгиевичем Бжане Рауля Хаджимба с днем рождения. Кто-нибудь может себе представить, что Рауль Хаджимба поздравил бы Александра Анква в аналогичной ситуации? А общественный совет при президенте, предложенный им еще в феврале текущего года, с участием представителей общественности, всех партий и движений, разве это не путь к примирению в стране? Говоря о позиции Айтара, хочу заверить, мы готовы продолжать работать с партиями Амцахара, Единой Абхазии и сотрудничать со всеми партиями и движениями во благо страны. В то же время хочу обозначить нашим оппонентам несколько принципиальных позиций. Первое и главное – нет гуру и в оппозиционном стане, просто нет. Критика состояния экономики страны звучит постоянно. Можно подумать, что прежняя власть, оставив страну в блестящем состоянии, заботится исключительно о ее настоящем и будущем. Оппозиция периодически критикует власть за отсутствие экономической программы по выходу из кризисной ситуации. Даже предлагает воспользоваться ее услугами. Хочу напомнить, что 2 программы предыдущая власть уже презентовала. Первая была представлена на международном форуме «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов» 16 декабря 2015 года. Называлась она «Стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года». Программа так и осталась на бумаге. Не прошло и 1,5 лет, как 3 марта 2017 года Министерство экономики Республики Абхазия представило новую программу «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия», опять-таки до 2025 года. При этом, вплоть до января 2020 года, так и не был сделан ни один шажок в реализации этой программы. Если говорить об экономической эффективности прежней власти, я это говорю, еще раз объясняю, что мы готовы работать со всеми, с оппозицией тоже, но надо оглядываться на себя тоже. Должен отметить, что из 7 проектов на сегодняшний, если говорить об экономической эффективности прежней власти, напомню историю кредитования абхазских бизнес-проектов. На мой взгляд, это очень показательная вещь. Эта работа шла непосредственно под руководством Министерства экономики Республики Абхазия. Тогда были отобраны 7 проектов. Я даже не спрашиваю о принципах отбора, но должен отметить, что из 7 проектов на сегодня только 2 можно назвать действующими. Хотя и там есть проблемы. Анализ состояния дел выявил следующие причины неготовности объектов.
ошибки при составлении сметы, неправильно поставленное оборудование, нет заявленного объема сырья, не предусмотрены берегоукрепительные работы, объем предполагаемых инвестиций на 50% ниже заявленных и так далее. Я хочу вам сказать, представьте себе, что это было бы при прежней власти, при том же Анклаве. Шум стоял бы на всю вселенную. Скрытность, коррупция, протекционизм, некомпетентность – это минимум того, чтобы мы все услышали. Но власть-то сегодняшняя ведет себя по-другому. И хотя иногда хочется сказать, что надо вспоминать, как вели себя предыдущие, я думаю, это правильная позиция. Но мы должны понимать, что цена этих ошибок непомерно велика. Это кредиты российских банков. И не может быть и речи о списании долга, к чему мы очень привыкли. Авал сукуп, саблы, спешите. А он составляет этот долг с учетом задолженности по кредиту более 350 миллионов рублей. Парадокс состоит в том, что пока не будут закрыты вопросы по этим кредитам, продолжения льготного кредитования абхазских бизнес-проектов не будет. А ведь речь идет о планируемом кредите в 3 миллиарда рублей. Кто должен нести ответственность за это? Конечно, тот, кто руководил Министерством экономики в тот период. Тот же руководитель из прошлого много говорит о просчетах нынешней власти в борьбе с пандемией коронавируса. Вообще такое ощущение, что пандемию надо было бы придумать для абхазских реалий. Вообще пандемия – одна из любимых тем оппозиции. Предлагаю сегодня понятным всем языком COVID-19 оценить эффективность предыдущего руководства экономическим блоком. Итак, 2 проекта из 7. Эффективность составляет 28%. Я хочу спросить наших оппонентов. Вы пытаетесь убедить абхазское общество, что владеете вакциной от всех экономических проблем с эффективностью 28%? Прививайтесь ею сами, но не навязывайте ее нашему обществу. Что касается инвестиционной программы, то лучшим, в кавычках, образцом в исполнении предыдущей власти является Творчальская больница. Так и не построенная за 6 лет, но с уникальной, в кавычках, сметой, без блока питания, без пандусов, без ограждения по периметру, без морга и так далее, и так далее. Перечисляю это все для того, чтобы повторить еще раз. Ли Куан Ю в оппозиции нет. Если же мы хотим благополучия и благоденствия с твоей страны, давайте работать все вместе. Давайте вместе искать непростые пути движения вперед. И тут мы готовы встать рядом. И давайте, критикуя те или иные действия сегодняшней власти, оглядываться и на себя тоже, на свое поведение. Давайте вспомним, сколько было возмущения по поводу заезда в Гальский район грузинских депутатов с иконой, во многом обоснованного возмущения. Только почему не было возмущения со стороны нынешних оппозиционеров по поводу вопиющего факта освобождения проводов с почестями, я за свои слова отвечаю, военного преступника-террориста Лукава, на совести которого гибель многих наших граждан. Кстати, а где результаты работы комиссии парламента по этому факту? Ведь была назначена комиссия парламента. Я думаю, общество по-прежнему ждет выводов. Там очень много вопросов возникало и возникает. Хочу отметить, что заметная активизация оппозиции началась в июне 2020 года. Все громче и громче стали звучать требования об отставке отдельных должностных лиц и в конечном итоге об отставке президента. Данное требование было озвучено на съезде партии АРОА 11 марта 2021 года. Год не проработал еще президент в своей должности. На наш взгляд, было как минимум 2 фактора, способствовавших подобному ходу событий. Первое. Активно распространяя во многом надуманную информацию о разладе в верхних эшелонах власти, оппозиционеры и сами поверили в это, убеждая себя в том, что это ускорит их возвращение во власть. Не исключая, что свою роль сыграло и отсутствие у нашей власти поступательной, выверенной информации о ее деятельности, ее органов всех уровней на фоне резкой активизации оппозиции. Считаю, что и сегодня эта работа должна быть первоочередной. Мы практически мало слышим и видим ответственных работников администрации президента, кабинета министров, а ведь им есть что сказать. Особенно, когда необоснованно критикуется власть. И второй фактор, на мой взгляд,
начавшаяся, хоть и со значительным опозданием, работа по вскрытию фактов хищения денежных средств. Речь идет о фактах, выявленных по материалам контрольной палаты, в том числе и еще в период деятельности прежней власти. Достаточно напомнить ситуацию с Министерством репатриации. Факт хищения 25 миллионов рублей, надо полагать, начало той работы, которая позволит говорить и о других нарушениях, выявленных здесь же, да и не только здесь. Еще раз повторюсь, дела идут в основном по фактам, выявленных при прежней власти. Это не были те специально заведенные дела, которыми прежняя власть злоупотребляла после госпереворота 2014 года. Вот показательный пример: Вадим Матуа, руководитель строительной компании «Южная строительная компания», построивший, в числе прочих, великолепную школу в городе Новый Афон и прекрасный городской стадион в столице. Сколько разного рода комиссий создавалось, чтобы опорочить его деятельность. Был даже арест на несколько месяцев. И чем все это закончилось? А тем, что государство сегодня должно ЮСК по решению арбитражного суда 48 миллионов рублей. Еще раз повторюсь, это были специально создаваемые комиссии. Сегодня никто специально ничего не создает. Речь идет о материалах счетной палаты, которые имеются в открытом доступе, но на которые реакции почему-то не было. Посмотрим на ситуацию сегодня. Конкретно материалы контрольной палаты. Они есть в свободном доступе. Закономерен вопрос, почему не было реакции прежней власти на выявленные тогда нарушения. Почему? Тем более удивительно, что апологеты прежней власти, не боровшиеся с коррупцией вообще, требуют от власти сегодняшней усиления этой борьбы. Но требуют весьма своеобразно. Некоторые из депутатов позволяют себе сентенции типа: ну что это за деньги, 1,2 миллиона рублей, 1 200 000, вы помните эту историю, да? Это, мол, мелочи, ничего себе мелочи. Есть суммы гораздо большие, так и хочется сказать: составьте, пожалуйста, список, с кого начать и с каких сумм. И, конечно же, наши граждане не должны так дружно вставать на защиту казнокрадов, даже по принципу принадлежности к тому или иному лагерю или к той или иной фамилии. Если мы действительно хотим строить, в конце концов, нормальное правовое государство. Надо ли бороться с этим? Конечно, надо. Может быть, не обязательно сажать всех. Рецепт здесь прост, на мой взгляд. Украл деньги, верни их в казну. И тогда, как индульгенцию, возможно, получишь условный срок, а не реальный. Наша подсказка казнокрадам: где можно освежить свою память? Зайдите на сайт Контрольной палаты Республики Абхазия. Тем более, что в свое время, уверен, они были ознакомлены с этими актами. Как отрадное могу отметить, что на абхазском телевидении идет программа «Специальное расследование», в основе которой те же материалы контрольной палаты. Еще раз повторюсь, никто не делает каких-то специальных наездов, комиссий и так далее. Материалы, которые отработаны контрольной палатой. И программа эта еще один инструмент в борьбе с коррупцией. Надо активнее вести эту работу. Это пожелание телевидению нашего. Повторюсь, речь идет о миллионах и миллионах похищенных средств. И опять тот же вопрос. Почему эти и другие многочисленные факты, выявленные контрольной палатой, прежней властью не рассматривались? Почему? Неоспоримо, на мой взгляд, высказывание проигравшего выборы кандидата в президенты. Я хочу, чтобы вы очень внимательно послушали, что сказал он в свое время. У нас сложилась такая закономерность, что вовремя не посаженный в тюрьму коррупционер впоследствии обязательно превращается в политического деятеля. Именно поэтому и нужно вести эту постоянную бескомпромиссную борьбу с коррупционерами. В этой борьбе стоит отметить продолжающуюся полемику по 20-й статье Конвенции ООН о коррупции. Без сомнения, этот вопрос заслуживает самой тщательной проработки. Уважаемые делегаты, считаю необходимым повести разговор о российско-абхазских отношениях. Россия не просто наш главный и стратегический партнер. Более того, в свете последних событий в мире, это единственный гарант сохранения государства и, если хотите, гарант сохранения выживания абхазского этноса. Сегодня, когда так называемый коллективный Запад оказывает беспрецедентное давление на Российскую Федерацию,
Мы однозначно заявляем о поддержке народа и руководства России. В сложившихся военно-политических реалиях в мире и в связи с наращиванием военной мощи Грузии считаем необходимым усиливать военное сотрудничество с Российской Федерацией. Да, конечно, российско-абхазские отношения в период после распада нашей общей страны проходили разные, порой сложные этапы. В период Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов официальная Россия создавала нам немало проблем, мы не можем это забыть. Дагомысские соглашения 92 года фактически означали добро на грузинскую военную акцию в Абхазии. В ходе войны, когда российский официоз был, можно сказать, прогрузински ориентирован, чего стоит только глава Министерства иностранных дел России господин Козырев, симпатии граждан России были однозначно на нашей стороне, и мы это чувствовали. От добровольцев из России до Юрия Скокова, не так давно ушедшего секретаря Совбеза России, мы даже тогда чувствовали поддержку российского народа. После завершения войны победы нас тоже продолжали наказывать, от политического непризнания до экономической блокады. Ситуация стала кардинально меняться в 1999 году, когда правительство России возглавил Владимир Владимирович Путин. Апофеозом российской поддержки стало признание независимости нашей страны 26 августа 2008 года. Казалось бы, ясно и понятно было всем силам в Абхазии, что стабильная развивающаяся Абхазия будет лучшей демонстрацией всему миру правильности решения руководства России по нашему признанию. Однако, к сожалению, события внутри страны развивались иначе. И мы должны понимать, что неконституционная смена власти не прибавляет симпатий к нам. Должен констатировать, что внутриабхазское противостояние, сформировавшееся после поражения действовавшей власти на выборах 2004 года, привело нас всех в конечном итоге к следующему восприятию нашей страны и, к сожалению, в России тоже. Здесь у нас бесконечная борьба элит исключительно за прямой доступ к российским деньгам, поступающим в виде помощи. А ведь, казалось бы, предпосылок к этому не было. Страна исправно получала финансовую помощь, в том числе в рамках социально-экономического развития. Полученные десятки миллиардов рублей были эффективно освоены. Была обновлена кровля практически всех домов в стране. Введены в строй десятки значимых объектов: дороги, больницы, школы, детские сады, театры, дома культуры, стадионы и так далее. Все это наглядно можно видеть и сегодня. Показательно при этом, что все руководители Российской Федерации, посещавшие эти объекты, от президента и премьер-министра Российской Федерации до членов межправительственной комиссии, отмечали очень хорошее качество сдаваемых объектов при ценах значительно ниже, чем в российских регионах. Подтверждение тому большое количество материалов, в том числе и видеоматериалов. А какую оценку давали этой работе наши оппоненты внутри страны? Все плохо. Ханцейт, ханцарайт. Вот единственное, что можно было слышать. Больницы, детские садики, спортивные площадки, освещение трассы – все это не то. Это то, что не надо было делать. Мало того, твердили, не умеем делать сметы, не умеем делать экспертизы. Единственное, что можем, воруем деньги. Повторюсь, это при том, что никаких фактов выявлено не было. Оппоненты немного успокоились после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с Хаджимбо 1 декабря 2016 года сказал буквально следующее. Необходимо, чтобы все выделяемые средства, имеется в виду средства, выделяемые Российской Федерацией, пошли на реальные дела, на улучшение качества дорог, школ и больниц, детских садов. Надо было ждать до 2016 года. Там же президент России отметил, что по инвестиционному направлению у нас сформирован пакет свыше чем на 9 с лишним миллиардов рублей, на 700 с лишним проекты уже одобрены. 9 миллиардов и 700 миллионов. Это к вопросу о компетентности и профессиональном подходе. Вернее, об отсутствии таковых. Впоследствии, после переворота 2014 года, пришло именно то, о чем так долго и безосновательно говорили оппоненты. Возникли многочисленные вопросы как к качеству и срокам сдаваемых объектов, так и к качеству подготовленных смет.
Чего только стоит упоминавшаяся ранее мной смета Подпорчальской больницы. И главное, хищение средств на разных уровнях, что подтверждается многочисленными актами контрольных органов, о чем я уже говорил ранее. Трудно даже представить, сколько и каких потребуется усилий, чтобы вернуть доверие к нам. И вот когда в ходе предвыборной кампании кандидат в президенты Аслан Бжани говорил о том, что если вам кто-то скажет, что завтра ситуация поменяется, не верьте, нужно большое время, это еще и потому, что доверие к нам пропало. Восстанавливать его будет очень сложно. Повторюсь, внутриабхазское противостояние в этом контексте крайне негативно отразилось на восприятии нас нашим партнерам. Есть в наших взаимоотношениях еще целый ряд вопросов, которые, конечно же, требуют своего разрешения. Главное здесь, на мой взгляд, говорить. Говорить на всех уровнях, не скрывая своих опасений, не отрицая при этом и своих недоработок. Говорить и говорить, решая вопросы. Это вопросы возможности приобретения недвижимости гражданами Российской Федерации, церковный вопрос, вопрос использования родного языка, улучшение инвестиционного климата в стране, развитие правовых механизмов защиты бизнеса и так далее, и так далее. Если мы это все будем замалчивать, ничего хорошего нет. Мы должны об этом говорить, честно и открыто, говорить о наших опасениях, и если нас убедят, что мы в чем-то не правы, принимать эту неправоту. Конечно, идет синхронизация законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия. И эта синхронизация расширит возможности для сотрудничества двух стран в различных сферах. Эта работа ведется. Утвержден план формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Все это позволяет в конечном итоге приблизиться к нашей цели. Ну, как я ее, по крайней мере, воспринимаю, это вступление в Евразийский экономический союз. Но уверен, что нужна прямая, кропотливая, разъяснительная работа с нашим населением в свете того, что за время после войны родилось целое поколение, которые не связывают с Российской Федерацией наше общее прошлое. Недостаток работы здесь приводит к целому ряду нежелательных факторов. Речь идет о молодежной политике. Считаю положительным фактором то, что молодежь хорошо представлена в нашей партии, вы в этом и сегодня можете убедиться, что дает немалые возможности для всех нас. Высказанное желание о создании молодежного крыла партии поддерживаю. Единственное, я хочу сказать нашим молодым, мы не можем говорить о сроках, там 10-12 мая, сейчас сплошные выходные, но надо постараться сорганизовать молодежное крыло в течение мая месяца. Мы будем в этом помогать. Именно на молодежь возлагаю надежды на то, что она наконец сможет то сделать, что не смогли сделать мы, объединить народ. Может быть, молодое поколение, следующее, не обремененное вот этим противостоянием и во многом и личностными факторами тоже постарается преодолеть это разъединение. Мы же не можем быть вечно разделенными. Без этого нормального развития страны не будет, хотя и действующая власть должна продолжать эту работу. Это как бы внутренний контур той молодежной политики, ну, с точки зрения меня как руководителя партии. А на внешнем контуре, я абсолютно уверен, надо активизировать связи нашей молодежи с российской. На всех уровнях, по всем вопросам политики, экономики, образования, культуры, спорта. Это не только Северный Кавказ, а шире. Все это во благо российских абхазских отношений не только на сегодня, но и на перспективу. Конечно же, молодежь лучше знает проблемы своего поколения. Мы, старшие, со своей стороны, считаем важным патриотическое воспитание. Наглядно говорим о том, что Российская Федерация – гарант существования нашего государства и этноса. Это генеральная линия, по которой должна идти наша страна. Нас не может не тревожить появление в молодежном интернет-пространстве высказываний типа «не надо искать, кто прав или виноват в нашей войне, а надо просто думать о будущем». Мне бы очень интересно хотелось, как это можно будет думать о будущем, не оглядываясь назад. Уверен, патриотически воспитанная молодежь сможет дать достойный ответ на это. Работа с молодежью – это еще и возможность подготовки квалифицированных кадров, дефицит которых у нас во многих отраслях есть. Уважаемые депутаты,
Недавно прошли выборы в органы местного самоуправления. По их итогам большинство в районных городских собраниях получили депутаты, поддерживающие власть. Среди избранных немало членов партии Айтайра. Поздравляя всех депутатов с избранием, хочу напомнить, что это накладывает на них и на власть на местах еще большую ответственность. Я не собираюсь быть ментором, да, но кивать больше не на кого будет. И вот эта работа вместе районных собраний, городского собрания и власти на местах, это единственное, что может еще более продвинуть нас вперед. В завершение выступления хочу напомнить всем нам о том, что менее чем через год пройдут выборы в Народное собрание, парламент страны. Как добиться того, чтобы именно достойные граждане были представлены в нем? Есть вопросы к уровню профессионализма, компетентности, национальному представительству. Все это надо обсуждать. Этой проблематикой занята в том числе и комиссия по конституционной реформе при президенте, возглавляемая Нателлой Акаба. Сегодня звучат различные предложения по изменению выборного законодательства, имеется в виду выборов депутатов Народного собрания. Недавно было объявлено о создании общественной организации «Конгресс народа Абхазии», апеллирующего к элементам американской системы выборщиков. Но возникает вполне резонный вопрос: кто им по какому принципу будет определять состав выборщиков и каковы предполагаемые критерии их решения? Лично я считаю, что предлагаемый вариант не сможет заменить прямые выборы. Мы же предлагаем проводить выборы по смешанной системе. 15 депутатов по одномандатным округам и 20 по партийным спискам. Это повысит роль партий, будет способствовать развитию партийного строительства. Именно партийные списки помогут избежать имеющиеся издержки сегодняшнего выборного законодательства и в полной мере учесть профессиональный, национальный, гендерный состав депутатского корпуса. Знаю, что есть партии, в том числе оппозиционные, поддерживающие эту позицию. Еще раз, наше мнение не есть истина последней инстанции. Мы готовы говорить со всеми, но время, к сожалению, очень быстро придет. Знаю, в то же время считаю необходимым партиям, общественным организациям, поддерживающим президента и его курс, идти на выборы единым списком. И уже сейчас вести работу по подбору достойных кадров. У нас в сегодняшнем парламенте есть люди, которых мы готовы поддержать. И я думаю, что если мы сможем определиться с единым, ну если хотите, президентским списком, как я его вижу, на выборах, это позволит улучшить эту работу. Должен сказать, что Айтайра такую работу ведет. У нас уже есть несколько человек, которые мы бы могли назвать в качестве. И я не считаю, что это рано. Я вообще считаю, что это можно было сказать несколько лет назад и определиться несколько лет назад, потому как идет время. Завершая свое выступление, хочу обратиться и сказать своим однопартийцам: у нас с вами непочатый край работы. Несмотря на все наши обиды, во многом обоснованные, я в данном случае имею в виду всех нас, да, я призываю вас думать об одном. Может быть, и наверняка не может быть власть, которая не делает ошибок и так далее. И сегодняшняя власть совершает эти ошибки. И у нас есть возможность говорить об этом, мы об этом и говорим. Но я просто хочу, чтобы оглянитесь и посмотрите, кто сегодня рвется к власти. Если вы считаете, что они лучше, ну, нам с вами тогда не по пути. Только общими усилиями мы сможем достичь целей, намеченных программой партии. И призываю всех к работе во имя процветания Апсны. Спасибо. أبرقرز خازق خاملات يخا أزري بدوي فحصوا خجي دوي هاي ززيرو هاي خصوا هرش هاي بشوا هاي خززاوا هاي سخراوا خلاص وزروا بحبسات قلب سنتلا أخا أقول همو ويهرا أزين سمم زرقا الله دخا سقوب بلاد ويزحوا وبيزحوا يخا فيشي законодательный орган هاي بخزوا برلمان А депутатша в Браге чемизерубра. Эй, хорого, нахшука, рахшука. У своей хова налагалая. А фент хорошаком. А юната, а тахсверганге,
ينالقوي بخيغ يستزوم تحسرا بخيغ ساشمزم ونزير اللي واحد يجملون نزوي قنا درس جو شوزر يجوخ بمليونين من ويدن خلو وريار بنيو غورا وروا بيجدا فرا واخل شيدامم وام يوسكو بابودي اتاي تاجني وغوما ويغو بريسودور وحزم درو يغوما وس دربن دز ميلات يبساد يل دز غشوما زبساد يل يتخم قدغوما يواجل يتخزامي ورياشو اري خوچوز فيد بزم اسخز نحوا افلاغا غنا محاصر شنيرتها يزدرتوا يحضروا تحرا ام حزب يرجي كيف يزكي شو اخا وساقوم قلنا الله جاب شوطانا افلاقي توزجا اسخ وريو تزام قلنا يا باقلا خوي يزرا وسبخ شرا زامي حواجلر ذهنا حواجلر قرت حزامي يخا واخف شوزر يحقلو ورا يخا هنت كاراجا اجلر بجير تزر اجلر دولار خزر ورا شو جروبيروفكا قطنا اغان وافلنا ابرياجلر زي ورا وش خرب خاسر بشوتها كا ورس شو يسحرس خمسرا يا وي اجلر يالر خز ياخد سالر خزيب يسرق نيغا يقولوا همبريناس وحنير ناس يحقب دشك بسك اباس بسرقوانا غريسمو ابش دزمو وايخ حقلو يرا يرخرج شو بري قلوا زي جدروا تبوا زي جدروا الشميزرة بقرة أبسي بزير بجقلنا يتري يلصني يا نورا حواجل حبسات جل يزدروا ده أم يخست بشك أم يخست كبشانة يقول رخانة حواجل جريح زكول جوزر حيشوا يربرخجو سربسند برخجو بحيث كذود وبري وباسيقو يونس كي جاف شك سرزهنا يمفسوا نقوى كان بتياتر площадь بغنم ايزر وباسخن جا позиционный блок ام شرشيقه زي ايش سجر ميفرغون اكبي راوند اي ام زديغابر جوخ اختبابس ويزغنز كيغو سريسم بخزيدي سدردو مخا يوبون اجل ريكوز يوانس الساعات خباس خوي نشري ابر جولر خخر خويا لقي ورانا جو حخنياي ويحبوط يقوى بقاجة يرتر ويقوى حبوط انا يقوى حبوط انا جال بيت ابرار تحرد وغلوط وخاها قوى حبشوا هذا يحقوتوا يقوى حرسوين سراسقن صلى يبازو بيسحو اباس زغز اتخوك تنيبش داينا داخل بجاني اسلان جورجي با وروي راسخ قلو حرام مريوبخا اس ايشو قلو رنقو وخخي قنا تاك بخوخرا اجو خاقترا اجل رخزلا يمريزام درعي وين زنا وين ماموس حكاز جو بحجلو وخاز خا هيدن سولوتها اخا اخم برزداينا دنرها اوخا شي نقول كشتها بس هرنقيتا وبس رشتخ يجيد يا قلت يا كيرخي اوخا بس شاز وزلاس جوزي ابريز غواتنا بجاني اوخا دبلوماتير يا يربشد وي حرا داري توبها يخجوز جو بريغوز وا يزرحون استحيت سرا يسحر يستخو بريو حبرا لاني ديواني فات شافي اباردي وحبوت يقوى بسلام ورا يا شوب يقوزا تبارتي وخا يسنجي ميفاقتو او شرش زمدرو سرق سحوت حقو مخا компромисс обшара. Компромисс обшара وبيقصد زجرب خرجونا خذ سراكم كنا أين على أين نشرة أبسني برخجم أبسني خوشة بإقنامك اشتزخش حواج لريروخشة أبرزو وخجشن يمي فقط أبريو أروى خشوك يمشخو بخا ورتك حواج لروب حش شروب حش وشروب يمي فقط أين على رخ خرختو أبري أي خرا أو يبخي قد زقتهم أبخي قد زقر نيقظم ويا تورخ يا بخي ويا يدروا وسو أبريو بسراسة خاخو بشو يما فكتو البريزيدنت وبريز عام تزوحن يا الخراق شيت زيجيش بود البانديميا عليها проблемы город созоба дунехна ну зиг хайбшна ханге يروحوا أقني قلزم حرا حبردي كوي يتقلنا حيتقلنا حبخي عبري حستقلوا سيتواسي تيجر بيفشو بري حالشو هذا حيسخرارو بس قوانا قد سرا أقصد يستخو بريوب
ҳаидгылан дара амцахара арома ҳаума аруаа рома зегьы аԥсуаа ҳауп ҳаиҵкыс иаҳа еизааигәоу адунеи аҟны уаҳа аӡәгьы дҳамаӡам ижәдыруазаап иаҳаулагьы ҳаибачҳароуп уаҳа ԥсыхәа аӡам. Мы согласны с тем, что партия Айтара должна взаимодействовать не только с Сахарой Единой Абхазией, но и со всеми, в том числе и с оппозиционными партиями и силами. Очень важно, что в докладе уделено серьезное внимание укреплению российско-абхазских взаимоотношений. Это важно в реалиях тех событий, которые происходят в мире. Мы все видим, какое давление оказывается на Россию. И, на наш взгляд, очень хорошо прозвучало в докладе укрепление союза молодежи двух стран. То, что крыло образуется в партии, и молодежь, это наше будущее, будущее нашего государства. Тут, как говорится, никто не может спорить. Республика Абхазия является многонациональным государством. Мы в ответе за будущее, за будущее нашей страны. Считаем, что партия Айтара должна показывать пример в укреплении межнационального согласия страны. Поддержим озвученное в докладе предложение проводить выборы в парламент Абхазии в смешанной избирательной системе. Хочу донести до вас, что от Гулевского районного отделения политической партии Айтара у нас есть достойный кандидат в депутаты Народного собрания Республики Абхазия. Это Виктор Иванович Васильев, который является руководителем нашего районного отделения. Он является депутатом так называемого «Золотого парламента» 91-96 годов, после окончания которого продолжал работу в аппарате парламента, был руководителем правового и аналитического отдела, а также в 2007-2012 годах был повторно избран депутатом Народного собрания парламента 4-го созыва. В завершении хочу от имени по поручению членов Гулевского районного отделения партии поздравить всех присутствующих со светлым днем Воскресения Христова. Зҽызыԥсахыз ҳаамҭа џьбара аҽақәыршәаны аҿынанахеит ҿыц еиҭаиз ҳаиҭаира. Дырҩегьых ҳажәлар реидкылара амҩа инанылеит. Аҭагылазаашьа иаҳнарбеит абри еиԥш ҳаидызкыло ауаажәларратә хеиҿкаара амазаара ҳара ҳзы ршаҵанакуа. Имашәырм ҳхеидкыла абриҩыз ахьӡ ахьаиузгьы. Аԥсуаа ҳзы асимволтә ҵакамоуп аиҭаира, аиҭаҿиара, арыӷьарахь агьежьра, ахьышьҭра ақәырлара. Абри ажәа, абри ахьӡ ахаҭагьы амччы далоуп, аус ауеит, аҵак ҿыц аанахәоит, ҳара аԥсуаа ҳхы ҳазнархәыцуеит. Аҳәынҭқарра узышьақәыргылом милаттә идеиада. Аԥсуаа милаттә идеиас иҳамоу ҳхатәы ҳәынҭқарра ашьақәыргылароуп. Еижәашықәса раԥхьа аиҭаира анышьақәгылаз инаркны еиднагылеит аинтеллектуалтә елита. Ҳаԥсуа интеллигенциа иреиӷьу рхаҭарнакцәа, Аԥсны лахьынҵа измаз, ҳԥеиԥш иазхәыцуаз. Аԥсуа интеллигенциа неиҵагыла инаркны еснагь ажәлар раԥхьа игылан. Аԥсуаа шәышықәсала иааргоз, ргәы иҭаҵәахыз ахақәиҭра азхьра рыцаҩызшоз амилаҭ хақәиҭратә напхгара зҭоз ракәын. Аҵыхәтәантәи аамҭазы абызшәа проблема алацәажәара хҭаркцәеит иахьабалак. Уи аӡбашьа мҩақәас иамоу здыруагьы, иззымдыруагьы, уи аус заанатла иадҳәалогьы, иадҳәаламгьы, хьаадус измоугьы, измамгьы, ииашаҵәҟьаны, уи апроблема номер акыҳәа изышьҭоу, иҵарны иқәгылоу зҵаароуп. Ҳбызшәа иахьынӡахәҭоу аҳәынҭқарра ауаажәларра аус амаҵ ауртә аҟаҵаразы, егьирахь захьынџьара арҭбаараз аамҭа аҭахуп, аенергиа харџьи рацәаны иақәырӡтәуп. Иҟан аамҭақәак аԥсуа бызшәа аҳәынҭқарра аҟынтә ицәгьамкәа ацхыраара ихылаԥшра ианамаз, уи даарак ишазымхозгьы, Аԥсны зегьы амҽханакыртә аҭагылазаашьа шыҟамызгьы, аха ҩнызгьы шәҩыԥшь шықәса инаркны, хәба-фба шықәса ирылагӡаны, омакала игәықәҭажьхьеит абызшәаҿы ус, даара илаҟәит уи финансла аиқәыршәара, ахәыҷқәа рзы иҭрыжьуаз, иаздырхиоз аметодикатәи асахьаркыратәи литература, здубляж ҟарҵоз амультфильмқәа, абызшәа дырҵаразы електронтә цхыраагӡақәа, ителеурокқәа ҳәа акы-ҩба рыда зегьы аанкылахеит. Иахьатәи аҭагылазаашьагьы уи иацәамхазар еиӷьымхеит. Ҳауаажәларраҿы илаҟәит ахатәы бызшәахь ирымаз азҿлымҳара, ргәы ацәкаҳауа иалагоит уи знапак алакыз ауаагьы. Аамҭа цоит, арахь аԥсшәа аҭагылазаашьа еиҳагьы иуадаҩымхозар имариахом. Агәыӷра ҳаман, ҿыц амчрахь иааиз аиҳабырагьы иаҳа инарҭбаан абызшәа ус иахаҵгылап ҳәа, аха иаалырҟьан ҳазҭашәаз апандемиа аамҭацәгьа ирылнамыршозар акәхап. Макьана ус ҳааиуеит, аха имгәыӷкәа иԥсхьада. Аҳәынҭқарратә бызшәа зҵаараҿы
уаҩы дахьынтәи нымҳәо ахықәаҿ ҳаннеилак, точка невозврата ҳәа изышьҭоу аурысқәа, нас даара иуадаҩхоит ҳбызшәа архынҳәра. Иахьа ҳмилаҭтә интеллигенциа ҩшаны, хаз-хазы иахьыҟоу, иахьыԥсаҟьоу, иахьеидкылам ҳаҿы раԥхьаҟа ҳцара даара иаԥырхагоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Агәыӷра сымоуп, абас еиԥш уадаҩу аамҭазы аиҭира даҽазныкгьы доуҳатә интеллектуалтә центрк аҳасабала иаҳзыҟалап ҳәа. Абра адоклад аҿы ибзианы иҳәеит Леонид Иван-иԥа Лакарба, саргьы убра хәыҷык инасшьны исҳәарц исҭахуп, џьара-џьара иара иқәгылареи сара сгәаанагарагьы ахьеиқәшәақәаз ыҟоуп. Абыржәы иҟалараны иҟоуп апарламент алхраҿы иҟалар ахәҭоуп ҳәа исыԥхьаӡоит сара командак ала, аԥыхьа ишиҳәаз еиԥш. Уара сара ҳәа мҳәакәа. Нас урҭ аҳәынҭқар еидкыланы аусура иалагар иҳалаҵәцәа бзиароуп ҳәа сгәы иаанагоит. Ус акәымкәа аниҳәаз акәи ииҳәаз акәи напышьҭхрала апарламент иахьимнеиа. Инапанышьҭиха азакәан ажәлар ирзеиӷьу ӡбны анапышьҭра ҟаланцәа иҟаӡам. Сара нас даҽа ԥыҭҩык сҩызцәа зынӡас ҳақәшаҳаҭтәым уажәы ааигәа еиҿкааз Аԥсны жәлар аконгресс иаӡбаз. Уи еиԥшуп абра Леонид Иванович иҳәеит ҳасгәы иаанагоит урызбызшәала Америкатәи алфатәқәа система. Уи акәым иахьа ҳара хьаас иҳамоу рацәоуп. Сара уажәы срызҵаар сҭахуп апозициа. Абра иашоуп, ибзианы ишәҳәеит, иқәгылақәа зегьы ҳҽеидаҳкылар, базгәны ҳҟалароуп. Ҳабызшәак анакәха, аха абри аҽеиҩшара хәыҷык иаҳԥырхагоу, хәыҷыкоуп идуӡӡаны иаҳԥырхагоу. Шабаҟаз шәара, Ҳаџьарба сара ибзиаӡаны сидыруа, дыздыруа аҭаханы ауаҩԥсигәи иоуҳәар дазгәаар ҟалаӡом. Амҩа иаша данылозароуп, данынымлаагьоуп ҳаргьы ҳанизгәаауа иара. Иполномочиаҿы даннеи амшьтәы сымоуп иҳәан, уа иҟалақәаз аҳәарақәа даара иуадаҩуп уҳәан сҳәан, ҳирқәа даара ирацәаӡуп. Долларымсаӡәк аацәырҵын, евроҳак аацәырҵын, уарха иланагеит. Лукава ҳаба ишышәҳәаз еиԥш доушьҭоуп иҳәан, доуишьҭит. Иоуишьҭуа дарбан? Ашьра ду ҟазҵаз арецидивист жәохә шықәса минимально иҭаны абахҭа дҭатәазароуп дызҭымҵуа. Уи апозициа иахырҳәааит. Ибзиоуп рҳәеит. Дрыхьчеит, рылақәа хырҩеит, Ҳаџьарба иҟаиҵаз ибзиоуп иҳәеит. Иахьа апозициа шьашымҳәа ирҳәоз сара ирасҳәар сҭахуп, хәыҷык иццакцәазаргьы ҟалап, иҷкәынцәоуп аруаа рҿы. Еизара ду анрымаз. Убра жәахәымгакгьы рҳәеит, убри саргьы сгәаԥхаӡом, ара итәоу зегьы шәҳазуа телевизорла иуаҳаратәоуп ҳәа сҳәан акәзар, ара аруаа итәоу ҽыла иааит, нахьхьи итәоу ашьада иақәтәоуп. Даара иԥхашьароуп рҩыза ажәа ҳәара. Ауаҩԥсы аҳәынҭқарраҿы хәышықәса аус зухьаз. Даара иԥхашьароуп. Сара заа рысҭара сҭахуп абриаҟара абас зҳәаз, аԥсҭазыҳәан убриаҟара ицәажәаз иҟарҵ ибзиараз. Ҳгәы иахәо. У нас в рядах обозначилось большое количество молодежи и назрела необходимость открытия молодежного блока партии Айтайра. Ввиду этого хотелось бы анонсировать открытие молодежного блока, намеченного на май сего года. На сегодняшний день в нашем обществе есть очень много острых и чувствительных вопросов, которые мы просто не можем и не хотим игнорировать. Политика – это всегда видение будущего, но о каком светлом будущем и каких прорывах мы можем говорить, если мы не решим проблемы, которые волнуют нас сегодня. С целью нивелировать эти острые вопросы и достигнуть общности, объединить наш народ и укрепить абхазскую государственность, мы, как молодежное крыло партии Айтайра, обозначили для себя цели и предмет деятельности. В первую очередь это воспитание чувства гордости за свою страну среди молодежи. Мы должны поднимать исторические вопросы, вопросы изучения абхазского языка и стимулирование созданию и укреплению, сохранению нашей величайшей культуры. Также мы, как молодое крыло, собираемся
поддерживать и реализовывать проекты и мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в создание демократического и социально справедливого общества. Также мне хотелось бы выразить свою надежду, возможно, даже уверенность в том, что молодежь способна восполнить те пробелы, которые имеют место в верхних эшелонах власти. Мы способны вновь объединить наш народ и сесть за стол переговоров для принятия позитивных решений. Мне предстоит назвать заместителя председателя партии. Ну, я считаю, что это очень ответственный момент для всей нашей партии тоже, потому что должен быть человек, который поведет вперед. И такой человек, на мой взгляд, есть. Зовут его Юлиан, отчество его Лорикович, а фамилия его Бобо. Я не буду подводить никаких итогов, я просто хочу поблагодарить всех, кто сегодня в это непростое время нашел для себя возможность быть здесь. Я хочу поздравить всех с наступающим праздником. Пасха – это светлый праздник для всех в Абхазии, для мусульман тоже. Мы все корнями язычники, у нас это разветвление единой веры. И пусть этот день подарит радость каждому дому.